Мгм. Первая часть у нас вводная будет, поэтому если даже кто-то опоздает к демо, они как раз успеют. Так, чтобы не задерживать, предлагаю начинать. Итак, доброе утро. Меня зовут Дарья. Также сегодня вторым спикером на нашем мероприятии будет Герим Буликбаева, аналитик. Я продакт-менеджер команды «Налоги». И сегодня мы вас приветствуем на метапе, посвященном режиму квалифицированного посредника, Qualified Intermediary. Мы запускаем новый модуль в личном кабинете депонента, модуль «Налоги», и сегодня его продемонстрируем. Так, сейчас я запущу демонстрацию экрана. Так, экран видно? Кирилл, экран видно? Угу. Хорошо. Программа мероприятия у нас следующая. Проговорим про статус, про участников процесса. Дальше проговорим это источника выплат, про механизм удержания налога. Дальше проговорим, дальше покажем и все вопросы и ответы. Дарья, тебя плохо слышно. Плохо слышно? Попробую гарнитуру одеть, просто у меня гарнитуры сегодня утром тестировали. Лучше? Попробуйте, пока непонятно. Хорошо. Согласно комплайенс-программе, QI комплайенс-программе, принятой в Центральном депозитарии, мы не можем вас консультировать по налоговым вопросам, да, касательно ваших кейсов ваших клиентов и давать какие-либо юридические консультации. Так, это стандартная, да, оговорка. Так, и непосредственно уже переходим к теме. Соединенные Штаты располагают одним из крупнейших и наиболее ликвидных рынков капитала во всем мире. Американские акции и инструменты с фиксированным доходом, так называемый FDAP-доход, да, это Fixed Determined Annual Periodic доходы, к которому относятся доходы, это дивиденды и интерес, это купонные, да, выплаты купонов. Это составляет значительную долю глобально диверсифицированных портфелей инвесторов. Программа квалифицированного посредника – это инструмент, с помощью которого США целенаправленно выстраивает такую глобальную экосистему налоговой прозрачности. Вот. С каждым годом все больше и больше финансовых организаций по всему миру присоединяются к этой программе квалифицированного посредника. Вот это говорит о статусе в целом страны, да, то есть наиболее самое большое количество квалифицированных посредников это вот в Европе, это Германия, да, Австрия, такие вот страны. Вот в Казахстане квалифицированных посредников 7, вот, зарегистрированных на сайте. Всего по всему миру 3763 квалифицированных посредника. Вот. Что такое вообще программа? Это квалифицированного посредника. Это добровольный механизм. То есть финансовая организация самостоятельно отправляет документы, подает
То есть АРС его создала, и то есть вот этот вот режим, он позволяет неамериканским финансовым организациям заключать с АРС официальное соглашение, это Qualified Agreement, и они принимают на себя четко определенные обязанности по удержанию налога, по документальному оформлению, по отчетности в отношении доходов из американских источников, и строго их соблюдает. С точки зрения АРС, программа квалифицированного посредника представляет исключительную ценность, поскольку расширяет охват американского налогового контроля в глобальном масштабе. Вот. Вместо того, чтобы отслеживать обязательства по удержанию до каждого отдельного иностранного инвестора, АРС как бы делегирует, да, эти полномочия своим так называемым, да, партнерам, квалифицированным посредникам. Вот. А мы, в свою очередь, берем на себя обязательство соблюдать все вот требования, которые выставляет АРС. АРС – это Internal Revenue Service, налоговая служба США. С точки зрения финансовой организации, получение статуса квалифицированного посредника выгодно, поскольку позволяет ей выступать единым центром сбора документации и определения применяемого режима удержания для собственных клиентов. Также многие процессы становятся оптимизированы по сравнению, когда мы выступали в статусе non-QI, не квалифицированного посредника. Вот. Так, дальше. Участники. Здесь у нас, получается, мы будем использовать, когда будем работать с вами, новые термины, такие как налоговый агент, это withholding agent. Это лицо, которое контролирует, получает, хранит, распоряжается или производит выплаты доходов из американских источников. Вот. Налоговые агенты несут ответственность за удержание налога и его перечисление в АРС. Вот. Если в целом говорить, да, то налоговый агент – это NQI, допустим, который не заключил, да, соглашение, он тоже своего рода налоговый агент. Вот. Дальше в цепочке Центральный депозитарий Казахстана, да, мы тоже налоговый агент. Дальше вышестоящие депозитарии, они тоже налоговые агенты. Вот. Это как бы не одно лицо, это несколько, да, лиц. У каждого там свои обязательства. Кто-то удерживающий налоговый агент, кто-то не удерживающий налоговый агент. Вот. Так, дальше. Бенефициарный владелец, beneficial owner, может, для кого-то уже знаком этот термин. Это лицо, являющееся конечным получателем дохода. Это тот самый инвестор, да, который вот приобрел эти акции или купоны, фактически владеет ими, вот, и у него, ну, как бы, чтобы получать налоговые льготы бенефициарному владельцу, да, он должен обязательно раскрыться, да, предоставить документы, чтобы к нему применялись какие-то налоговые льготы при выплатах. Вот, и интермедиари – это посредники, это организации, которые действуют между вот эмитентом, да, который вот выплачивает доход, и бенефициарным владельцем. То есть это вот все мы, все финансовые организации в этой цепочке. Мы вот посредники, да. Вот. Так, дальше. Здесь мы показываем, то есть где, да, мы будем, где удерживается налог у источника. Это при выплате облигаций, при выплате купона, купонного вознаграждения по облигациям и при выплате дивидендов по акциям. Вот. То есть здесь сразу бенефициарные получатели, они получают доход за вычетом налога. Это очень удобно на самом деле. То есть уже налог удержан. Здесь как работает механизм? При выплате мы вступаем в игру, да, и как бы вышестоящему депозитарию инструктируем, какие у нас бенефициарные владельцы раскрылись, кто имеет право на налоговую льготу, и, соответственно, инструктируем, чтобы налог был удержан по правильной ставке.
Вот, в это время мы берем на себя ответственность, да, что строго соблюдаем все правила, так как мы просим снизить налог, да, если стандартная ставка это 30%, то для налоговых резидентов, например, Казахстана, стран, с которыми есть у США конвенция об избежании двойного налогообложения, мы можем к дивидендам применять пониженную ставку, да, 15%. Вот. Но, естественно, на нас это накладывает большие обязательства и ответственность. Вот. Ну вот в продолжении темы Конвенции об избежании двойного налогообложения у Америки со многими странами, где-то примерно 80 стран, заключены double tax treaties. Вот. С кем-то у него, ну, понятно, из-за каких-то политических ситуаций у него suspended, да, double tax treaties, это тоже нужно отслеживать. Вот мы проверяем в официальных источниках, это на сайте IRS, актуальность вот, информации. Ну, достаточно очень со многими странами у США хорошие взаимоотношения экономически выстроены и есть налоговые льготы. Дальше. Здесь мы показываем ну, такой перечень, да, так называемых сертификатов, как они называются на американском, мы их называем налоговые формы серии W8. В частности, в большинстве случаев, да, мы используем это BEN для физиков, BNE для юридических лиц. Вот, депоненты нам должны будут предоставить W8IMI. Это по самой финансовой организации. Она бессрочная. Ее предоставляете один раз, пока не изменятся какие-либо важные сведения. Там не поменяется название организации или юридический адрес, да, по регистрации организации. То 8 мая она бессрочная. По BEN, BNE и по BEN и BNE срок это 3 года. То есть вот дата подачи плюс 3 года. Заканчивается всегда 31 декабря. Вот. Дальше, ну, в личном кабинете вы будете отслеживать, система будет отправлять уведомления, да, за 120, за 90, за 60, за 30 дней до об окончании вашей формы, чтобы вы могли вовремя подать новую форму. И не было вот этого периода, да, когда формы валидной нету и налоговые льготы не применяются. Вот. Вот, по моей части все. Может быть, есть вопросы. Если вопросов нет, то мы перейдем к демо нового модуля налоги, который покажет Айгерим. Так, окей. Если вопросов нет, то я тогда останавливаю презентацию. Коллеги, добрый день. Экран видно, да? Так, уважаемые клиенты, коллеги, добрый день еще раз. Меня зовут Айгерим. Сегодня я хочу продемонстрировать вам новый функционал по налогам в личном кабинете депонент. Функционал расположен в личном кабинете в модуле депонент. Здесь с левой стороны, как вы видите, у нас появился новый раздел «Налоги». Для того, чтобы начать пользоваться этим функционалом, в первую очередь сотрудникам депонента необходимо настроить определенные роли. Это делается в управлении пользователями. Для каждого сотрудника отдельно настраивается определенная роль. В нашем модуле есть предусмотрены две роли. Это роль наблюдателя и роль подписывающего. Для сотрудника, который
может только просматривать определенные данные, присваивается роль наблюдателя. А для сотрудника, который непосредственно будет создавать заявление, подписывать и отправлять в центральный депозитарий, присваивается роль подписывающего. Экран примерно выглядит таким образом. Так, здесь мы, получается, находимся в личном кабинете в модуле депонент в разделе «Налоги». Необходимо пройти в подраздел «Формы». Здесь у вас отобразится вот такой интерфейс с двумя вкладками. Вкладка «Отправленные заявления» и вкладка «Черновики». Давайте начнем по порядку. Здесь хотела бы отметить о том, что для того, чтобы подавать заявление по вашим клиентам, в первую очередь вам необходимо подать налоговую форму по депоненту, форму типа W8 IMI, и дождаться, пока эта форма будет принята и станет валидной. И только после этого вы можете подавать заявление на ваших клиентов, в том числе на ваш собственный субсчет депонента. Здесь вы заранее можете сформировать черновики и заполнять какие-то данные заранее. Да? Для того, чтобы создать новое заявление, нажимаем кнопку на «Создать заявление». Здесь отобразится типы форм, которые нужно выбрать. Выбираем тип формы, который вы хотите подать. Далее здесь нужно указать субсчет, по которому хотите подать налоговую форму. Нажимаем на «Далее». И здесь, если получается, по субсчету уже создан какой-то черновик, появится вот такое окошко, и вы сможете продолжить работу над этим черновиком. Либо можно будет нажать на кнопку «Нет», создать новую, и тогда все данные затерутся, старый черновик удалится, и создастся новый черновик. Давайте продолжим работу над черновиком, который я подготовила заранее, чтобы не отнимать много времени. Так выглядит заявление на форму типа W8BNE, который подается для юридических лиц. Здесь я предзаполнила определенные обязательные параметры. Здесь хотела бы отметить о том, что вот сам оригинал скана формы прикрепляется здесь, принимаются формы в формате PDF, JPEG и PNG до 20 мегабайтов. И здесь можно редактировать данные, сохранять черновик. И как только вы заполните все обязательные параметры, кнопка «Подписать и отправить» станет доступна. Давайте я подпишу это заявление. Заявление подписывается, и здесь выходит, если все хорошо, то здесь выходит сообщение о том, что заявление успешно отправлено. И вот, как видите, заявление, которое я только что подписала, у нас вот появилось во вкладке «Отправленные заявления». Здесь можем посмотреть, вот, как выглядит наше отправленное заявление. Здесь, получается, он сейчас находится в статусе «Ожидает проверки». Прикрепленный скан можно увидеть, нажав на кнопку «Скан налоговой формы», и по необходимости его скачать.
Во вкладке «Отправленные заявления» вы можете отслеживать статусы ваших заявлений. К примеру, вот я до этого подготовила несколько заявлений, чтобы показать, как это все будет выглядеть. Здесь, как я до этого отметила, в первую очередь подается налоговое заявление на налоговую форму W8 IMI. Вот. И вот в этой вкладке можно будет отслеживать все данные. Здесь хотела бы остановиться на некоторых служебных полях. Вот, так как здесь, например, самая верхняя запись – это только что отправленное заявление, и форма, так как еще не проверена и не принята, у этого заявления не будет проставляться какие-то служебные данные. По служебным данным хотела проговорить о том, что по заявлениям типа W8BN и W8BN вы можете отследить, какую налоговую льготу может получать клиент по поданной заявлению. Допустим, вот здесь портфельное освобождение, если у него здесь можно увидеть статус, получает ли он налоговую льготу по портфельному освобождению и получает ли льготу по соглашению об избежании двойного налогообложения. Также здесь для удобства можно воспользоваться поиском. Для этого надо нажать на кнопку «Фильтры». Здесь предусмотрены разные параметры, по которым можно будет осуществить поиск. Вот. И в наименовании клиента, например, вы можете, не знаю, набрать часть данных. Не обязательно здесь все печатать. Вот, к примеру, так. Также во вкладке «Черновики» тоже предусмотрен фильтр. Так, на этом у меня все. Наверное, в детализацию еще покажу вам. Сейчас. Детализацию, например, формы W8 IMI будет выглядеть следующим образом. В верхней области будет отображаться служебные данные. Далее сама информация с заявлением. Также можно будет скачать из детализации прикрепленные сканы налоговой формы и заявления на удержание. Так, у меня все. Передаю слово Дарье. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибо большое, Керим. Коллеги, у нас есть приглашение. Кто хочет принять участие в тестировании, просим вас направить нам письмо. Вот на сайте Meetup есть кнопочка «Задать вопрос», и мы с вами свяжемся и назначим время, дату и время, удобное для вас, для проведения тестирования на Препроде, где уже индивидуально уделим вам время и пройдем с вами полностью весь путь. С нашей стороны на сегодня все, что запланировали, показали, рассказали. Вот, если у вас есть вопросы, мы готовы ответить. Так, коллеги, если вопросов нету, я бы хотела поблагодарить вас за внимание, что сегодня подключились к нам, за ваше время. Будем ждать на почту ваши
как желание принять участие на тестировании. И до новых встреч. Ждем вас на следующем этапе. Спасибо, коллеги. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня всем.